Да, действительно, сложный и тяжелый вопрос. Не все можно, наверное, публично здесь и мне говорить, потому что, вы знаете, когда люди воюют, как они прислушиваются даже к шороху, а не к разговору. Тем более, разговор, который ведется в Минске. Вы правильно сказали, что так произошло. Это не моя заслуга, это заслуга Ангелы Меркель, Путина. То, что здесь собрались тогда, вот здесь, в этом Дворце Независимости, был сделан шаг от этой пропасти. Пусть это не идеальное соглашение, но такой войны и бойни там нет. Но есть большая проблема, что этот конфликт может иметь очень тяжелые последствия. Для Украины он уже имеет тяжелые последствия, но для России нежелательно. Я сказал Владимиру Владимировичу недавно, чего бы ни стоило, надо сейчас, грубо говоря, что-то придумать такое, чтобы начался обратный процесс восстановления отношений. Победителей в этой бойне не будет. Наверное, вы из Белгорода лучше меня чувствуете. Не будет ни ростовчане, белгородцы и другие, которые рядом живут, мы тоже. Мы чувствуем, не будет здесь победителей. Чем дольше конфликт, тем хуже будет и для Украины, и для России. Но я уже не говорю о тех бедолагах, которые там еще остались. А кто остался? Старики, женщины, дети еще там есть некоторые. Более-менее здоровое население, перспективное, оно оттуда выехало. И в чем же виноваты эти люди, которые там живут? И да, страшно, когда ждешь сверху что-то упадет и разорвется. Но еще хуже неопределенность. Они не знают, что будет завтра, послезавтра, как им быть. Поэтому здесь ничего хорошего нет и победителей не будет. Поэтому надо сегодня выходить из этой ситуации. Вы говорите, как, если будет желание двух сторон, заинтересованных и вовлеченных, выход из этой ситуации можно найти. Я не буду говорить там о конкретных шагах, но скажу следующее. Если эти две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль там сыграть только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, притом честно, абсолютно честно, местные выборы, о которых столько говорят, мы готовы это организовать. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Донбассом и Россией, между Украиной и Россией, на этом этапе нужно закрыть, навести порядок, пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите. Сами мы не полезем туда. И чего мы полезем в чужой дом, если мы там нежеланные гости? Но считать нас людьми сторонними, которые просто должны наблюдать за конфликтом, это же не Сирия. Я уже вам рассказывал, что мы на границе ловим сегодня с боеприпасами отморозков. Более того, из Беларуси пусть мизерное количество, но кто-то воюет на стороне ополченцев, кто-то воюет на стороне украинцев. А они куда возвращаются? Они возвращаются в Беларусь. Да, мы их контролируем, но это денег стоит. Нам это надо, нам это не надо. Более того, в Украине многие там пугают, вот сейчас Лукашенко Путина поддержит, и если с севера давлянет, то Украины не будет. Я уже им оправдываюсь в который раз, говорю, да я не поеду на танке в Киев, на тракторы приеду. Мы готовы работать только для того, чтобы эта ситуация устаканилась и утихомирилась. Вот я смотрю российское иногда телевидение, такие патриоты, такой патриотизм, а сам себе думаю, а ваши дети там воюют? Те, кто кричат там перед камерами. Хорошо чужими руками жар загребать, как говорят в народе. Поэтому там нужен мир. Мы свои предложения и Западу вносили, они у нас спрашивали. Владимир Владимирович знает наши предложения.
Молчат. Значит, не хочется им в этом русле, чтобы развивались события. Особенно Запад. Мы им еще в начале конфликта эти предложения внесли. Тишина. Значит, им не нужен мир в Украине. Короче, мы готовы включаться и решать любую задачу в Украине, любую. Даже если с первого взгляда она вроде нам не нужна и невыгодна. Но это при первом приближении. А потом все равно это и нас коснется. Еще раз подчеркиваю, это не Сирия, которая находится в нескольких тысячах километров. Это вот у нашего порога. И потом, вы очень правильно сказали, но это же родные люди. Мы, украинцы, россияне, нам ли сегодня драться? Это же надо было сколько денег затратить? Это надо было как мечтать, чтобы столкнуть наши народы? Конечно, никто не хочет влияния России где-то в других точках планеты. Надо ее пристегнуть где-то к конфликтам. Прежде всего в Украине. Вот чтобы она барахталась в этих конфликтах. И никакое руководство США, там, Евросоюза от этого не отойдут. Им не нужна сильная ни Россия, ни Беларусь, и Украина тоже. Вот и используют. Ну так нам же надо голову на плечах иметь и делать какие-то шаги. Мне кажется, мы в состоянии что-то придумать так, чтобы там начался обратный процесс. Сегодня Донбасс не нужен России. Он уничтожен там полностью. Зачем? Своих проблем в России хватает. Но Украина понимает, что и в одиночку Донбасс, если он останется в Украине, не восстановит. А если там образуется какое-то новое какое-то образование возникнет, они что, справятся с этими проблемами? Да забудут о них, как только утихомирится этот конфликт, и средства массовой информации перестанут об этом говорить, они все забудут. И они останутся при собственных интересах. Поэтому надо двигаться в направлении урегулирования этого конфликта. Надо проводить выборы, не надо бояться этого. Сегодня выборы одни, завтра другие, третьи. Память людская, мы какую войну пережили с фашизмом, с немцами? Мы что, сегодня на них плохо смотрим? Целое поколение, второе прошло, мы помним это. Мы знаем, откуда исходила эта война. Но мы же с собой гранаты под голову не кладем, когда ложимся спать, и пулеметы в их сторону не направляем. Так и здесь. Но надо начинать. Все забудется, жизнь зарубцует со временем все эти раны. Не надо разыгрывать здесь геополитические какие-то сцены и какую-то выгоду выискивать. Во имя чего? Показать, что мы такие крутые? Никому эта крутизна не нужна, когда гибнут другие люди. Я не хочу в подробности вдаваться, чтобы, знаете, завтра меня на этой горячей теме испепеляли. Мне и так этого хватает. Но вы должны знать одно, что если нужно, и украинцы, и русские россияне нам доверяют, белорусам. Ну так вы воспользуйтесь этим. Если два брата дерутся, третий же не должен брать нож и резать одного и второго. У нас как у славян было? Дерутся, мы вмешиваемся, растаскиваем в одну сторону, в другую сторону дерущихся. Надо этим принципом воспользоваться. Притом вы поймите нас, мы не рвемся в какие-то миротворцы или посредники. Я этого терпеть не могу. Когда против нас санкции вводили, западники, мы были под санкциями не один год и не одну пятилетку, ко мне много посредников приезжало. Тошнить уже начинало от них. Поэтому я не терплю посредничество. А вот по-человечески, по-мужски, по-братски мы готовы подключиться там, где вам нужно.